أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем чтение книги Мухаммад Асад аль-Ирбили «Канзуль Гайрфан», где собраны 1001 хадис из разных источников, таких как Сахих Бухари, Муслим, Тирмизи, Ахмад ибн Ханбаль, Нисаи, в то же время из Суюти, Джамиус Сагир, сборник сахихов, из Ибн Нуайм, из Мунави, Канзуль Хакаик. То есть это знаменитые сборники хадисов, из которых Мухаммад Асад аль-Ирбили выбрал те, которые действительно сегодня должны практиковать мусульмане для того, чтобы достичь довольства Аллаха. Глава «Баб ма джаа фи кираати аль-Кур'ани ва фадли аль-Кур'ан», то есть глава о Коране, о чтении Корана и превосходстве чтения Корана. أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. То есть самые лучшие среди вас это те, которые при чтении, читая Коран, видят, что у них появляется хушук, то есть они более становятся богобоязненными. Этот хадис приводится у Суюти, Джамиус Сагир, в первом томе, 13-й хадис. То есть когда читаешь Коран и чувствуешь внутри, что ты становишься более богобоязненным и представляешь, что Аллах направил на тебя свой взор, то это самое лучшее чтение Корана. «Ахсинуль асвата бил Кур'ан», то есть прекрасным чтением украшайте Коран, или наоборот, чтением Корана украшайте свои голоса. То есть чтение как украшает, то есть читать с тартилем, с таджвидом, с глубоким пониманием смысла, зная, о чем читаешь, и стремиться к довольству Аллаха. То есть вот это для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля обратил на тебя свое внимание и стал доволен. Этот хадис приводится в сборнике Бухари. إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. Если кто-то из вас хочет как-то пообщаться с Аллахом, говорит Мухаммад ﷺ, то читайте Коран. Берите Коран и читайте, потому что Коран – это божественный свет. «Юридуна ан ютфия нур Аллахи би афуахихим». И они, клевеща, придумывая какие-то нехорошие слова или мнения про Коран, они хотят затушить светоч, божественный свет Корана и сунну пророка, но в данном случае свет Корана. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллаху мутимма нураху». Невозможно затмить, затушить божественный свет Аллаха, потому что это слово Аллаха, оно не творение, это не махлук, не махлукат или что-то другое. Это речь Аллаха, Коран. И если ты хочешь пообщаться с Аллахом, чтобы Аллах на тебя обратил свой взор, и если ты хочешь довольства Аллаха, то постарайся хотя бы в день несколько аятов прочесть, но не менее 100 аятов. Постарайся прочесть за день и поговорить с Аллахом, поговорить в кавычках. Потому что, когда ты прочитываешь слово из Корана, то как будто бы Аллах Субхану ва Тааля к тебе обращается. И в то же время ты своими речами, своим голосом, ты обратно отвечаешь Аллаху его же аятами, его же словами из Корана. «Ашрафу уммати хамалатул Кур'ани ва асхабул лейль». Самые прекрасные из моей уммы, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это те, которые постоянно хранят в своих сердцах аяты Корана, исследуют этим аятам Корана. И в то же время асхабуль лейль, они не спят ночью, они в бдении,
проводит свои ночи, читает тахаджуды, восхваляя Аллаха, совершая зикр Аллаху. Эти хадисы приводятся у Абу Нуайма и Суюти, Джами'ус Сагир. Саидуль калами аль-Кур'ан, говорит Мухаммад саллаллаху. Опять-таки приводится у Суюти, в Джами'ус Сагир, в сахих хадисах, что Саидуль калами аль-Кур'ан. Господин, подословный, подстрочный перевод, господин слов, господин речей, Коран, но прекраснейший из прекраснейших речей, слов и разговоров – это Коран. Читай Коран. Если ты хочешь о чем-то поговорить, более о высокопарном, о божественном, открой Коран и читай. Читай и старайся понять смысл. И старайся следовать. Почему говорим старайся? Потому что человек должен стараться. Невозможно сказать, что я буду понимать, что я смогу понять, что я буду следовать. Нет, такого нету. Мы стараемся. Хуликаль инсана загифан. Человек очень слабый. Его может сбить с пути его товарищи, какой-то шайтан, его нафс или что-то, или другое. Из-за этого хуликаль инсана загифан. Он очень слаб. Загиф аль-талиб аль-матлуб. То есть и человек очень слабый, и к чему-то стремится он в этой мирской жизни, это тоже очень слабо, очень ничтожно, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Из-за этого мы говорим, что если ты хочешь поговорить, если хочешь пообщаться на высокие темы, перестань пустую тратить свое время и общаться с теми людьми, которые болтают пустые слова. Открой Коран, читай. И ночью простаивай в молитвах или совершай зикры. Говори ла иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, Альхамдулиллах, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахи аль-азим или другие. Астагфируллах. Что ты можешь? Что ты можешь вспомнить из того, что Аллах Субхану ва Тааля тебе заповедал. Афдалу гибадати уммати тилаватул Кур'ани надаран. Самые прекрасные поклонения, говорит Мухаммад саллаллаху, этот хадис приводится в сборнике Суюти Джами'ус Сагир, что афдалу гибадати, самые прекраснейшие поклонения из моей уммы – это чтение Корана, смотря в мусхаф. Чтение из мусхафа. Даже если ты нужно выучить наизусть. Самый хороший тот человек, который выучивает это наизусть, Коран. Но выученное наизусть читать по мусхафу из книги Корана – это прекраснейший вид поклонения, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Этот хадис приводится у Бухари, Фазаилюл Кур'ан, и у Тирмизи, Саваб Кур'ан. من قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين. Мухаммад саллаллаху говорит, что если человек ночью, встав с постели, прочитал минимум 100 аятов из Корана, и ему запишется, что он не из беспечных. Аллах Субхану ва Тааля запишет, это приводит Ибн Хаджар фи аль-Маталиб аль-Алия в сборнике хадисов. Ибн Хаджар аль-Асхалани, он приводит этот хадис. Мухаммад саллаллаху говорит, прочитывайте ночью, оторвитесь от своего ложа, оторвите свои бока от теплых своих лож. Возьмите тахарат, совершите омовение и прочитайте не менее 100 аятов Корана. Иннаху зикрун ва Кур'анун мубин. Это и есть зикр, потому что это Кур'анун мубин, ясный Коран. Ман караа ясин кулля лайлатин гуфира лаху. Если каждую ночь человек читает сурату Ясин, то ему прощаются все грехи, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. У каждой вещи есть ядро, есть кальб. И у Корана есть ядро, есть кальб, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Это сурату Ясин.
Читайте побольше сура Ясин и читайте усопшим. Совершайте зиярат на кладбище. Читайте около могил своих соплеменников, которые ушли раньше вас. И это даст им облегчение и убережет их от мучения могилы и даст вам благо и баракат в этом мире, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи. من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرات فقد اشترى نفسه عن النار. Если кто-то прочитал их суратуль Ихлас, «Куль хуаллаху ахада» 1000 раз, он купил рай. То есть он выкупил свой нафс, который ведет его к плохим действиям. Он выкупил этот нафс перед Аллахом от наказания огня. То есть он исправил свой нафс. Смысл такой, что он исправил свой нафс, если 1000 раз он смог прочитать «Куль хуаллаху ахада», то есть сурату Ихлас. Это опять-таки приводится у Суети в Джами ас-Сагир во 2-м томе. من دام على قراءة ياسين كل ليلة فمات مات شاهدا. Если кто каждую ночь привык читать сурату Ясин и читает, и никогда не оставляет чтение от начала до конца, имеется в виду, ни в коем случае нельзя лениться, если ты выучил его наизусть от начала до конца, прочитывай от начала до конца, потому что там очень благословенные аяты. Это кальб, это ядро Корана, это то, что Аллах Субхану ва Тааля украшает жизнь, этой сурой украшает жизнь и последующий ахират мусульманина. Если он каждую ночь прочитывает по одному Ясин, то если он умирает как святомученик, как шахид, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи. من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فقط أبدا. Если человек читает каждую ночь, в данном случае имеется в виду, Мухаммад саллаллаху алейхи в одном из своих других хадисов говорит, что после каждого намаза ахшам, то есть после магриба, после закатной молитвы, если он читает суратуль Вакиа, что «Лам тусибху факатун абадан», он никогда не почувствует нищеты, к нему никогда не прикоснется нищета. У него всегда будет баракат в его достатке, будет благодать в его достатке. إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. Если когда ты ложишься спать, лежа на своем боку, мы знаем, что сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи лечь на правый бок, когда перед сном. И если ты лег на свой бок, то есть лег спать, и перед сном прочитал Фатихатуль Китаб, то есть прочитал сурату Аль-Хам и Куль хуаллаху ахад, сурату Ихлас, то он целую ночь будет в безопасности, кроме смерти. То есть, если Аллах Субхану ва Тааля предопределил ему аджаль, то значит он уйдет из этого мира. Аджаль, то есть его смерть. Но от всех других, от всего зла махлюката, всех творений, он обезопасен. Сурату Табарак хиял маниату мин газабил кабри. Читайте побольше сурату Мульк, Табарак. Это защитит вас от наказания могилы, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Это опять приводится в Суете Джами ас-Сагир. И то же самые хадисы приходили из сборников Канзуль Хакаик, знаменитого Мухаддиса Мунави и Ибн Хаджар аль-Гаскалани и других. То есть Коран – это величайшее слово Аллаха. Посредством Корана Аллах Субхану ва Тааля разговаривает с нами. Он дает нам советы.
Он оберегает нас от заблуждений. Он воспитывает нас. Раббуль алямин. Он величайший воспитатель. Он постоянно воспитывает нас и ведет прямым путем. Из-за этого мы говорим, что «О Аллах, веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал. Ихдина сират аль-мустаким, путем пророков, праведников, посланников и величайших аулия, а не путем тех, которых Ты заблудил, мунафиков, кафиров или заблудших. И убереги нас от зла, огня. Ихдина сират аль-мустаким, сират алладина ан'амта алейхим, гайри аль-магдуби алейхим, валаддалин. Амин. Аллах.